Всем добрый вечер. В Улан-Удэ сейчас 11 вечера. Сегодня стрим веду я, Владимир Пудаев, сооснователь фонда «Свободная Бурятия». Сегодня с вами на связи Семен Кочкин, создатель телеграм-канала «Сердитая Чувашия» и бывший координатор штаба Алексея Навального в Чебоксарах. Семен, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли для нас время. Привет, Владимир. Здравствуйте, зрители и слушатели канала «Свободная Бурятия». Ну да, на самом деле страшно смотреть, сколько погибло людей из Бурятии, да, на войне. Ну, то есть, я думаю, если вот в Чувашии мы вот совсем недавно перешагнули за порог погибших вот вместе, ну, то есть цифры стали сравнимы с Чечней и Афганистаном вот вместе только сейчас, то в Бурятии, по-моему, это было там в первые месяцы войны. Да. Вот. И, ну, так сказать, вполне себе заслуженная награда. Интересно, как он врачам, осознавая, что вот он посылает своих ребят туда? Ну, он верит просто в другие вещи. Я думаю, что многие люди, которые там в Единой России, во власти, они просто, они участвуют в другой войне. То есть вот мы знаем, что там что это изначально война, да, незаконная, имперская, страшная. А для них это реально денацификация. Они правда верят телевизору. Я думаю, что там вполне себе, ну, не знаю, вот я уверен, что там у зрителей или там у вас, Владимир, есть люди, которые смотрят телевизор, российское телевидение и верят в то, чему нам говорят. И вот они воюют на вот этой войне, которая в телевизоре. И вот им, да, не жалко людей, и для них, правда, почетно орден Путина и так далее. Как бы таких людей много. Вот, и поэтому, я думаю, нормально он живет, нормально себя чувствует. Вот, и его переживание – это не то, что много там жителей Бурятии погибло, а то, что как бы он где-то там ворует, и Следственный комитет, ФСБ может его прийти, задержать, посадить, как бы. Вот, он на эту награду смотрит как на индульгенцию, что его не арестуют. Для него вот это вот в приоритете. Звучит логично, но от этого не менее страшно. Ну, страшно, да. Вот. Наш глава республики ничего не получает от Путина, кроме никаких наград. Не, но наш Олег Николаев, он как бы в топе патриотических губернаторов, он как бы больше, он очень много зигует, очень много создает военного кринжа. Вот, он как бы впереди планеты всей, но из-за того, что у нас мало военных частей, у нас вообще нет военных частей, у нас есть 2 части Росгвардии, Росгвардия не считается армией, поэтому вот, и поэтому профессиональные военные, которые есть, они в других частях, и когда у тебя военная часть далеко, то люди обычно не выбирают армию как карьеру, то есть как бы отслужили, и поэтому изначально у нас на старте было мало погибших, ну и у нас мало колоний, вот там как бы мужских колоний 4, по-моему, или 5, вот, и поэтому ЧВК «Вагнер» не смог много людей в Чувашии собрать, ну и в итоге поэтому потери не такие большие. В общем, не популярна у нас в Чувашии военная служба, поэтому и погибших мало. Может быть, было бы больше, и у Николаева была бы медаль какая-нибудь. Да, ну, странные люди. У нас сколько там в Бурятии, 14 военных частей? Ну, вот, не повезло. Да. Но опять же, да, потому что рядом с границей. Рядом с границей и стратегически важный регион, Кругобайкальская, вот эта вот железная дорога, все надо защищать вроде как. Так что, да, 14 официальных, и там есть еще вроде как несколько засекреченных. Секретных, да? Ну, да. вот. Возможно, просто чьи-то дачи, но кто его знает. Вот. Ну, лучше уж дачи будут, чем военные части. Лучше, да. Но раз уже есть 14, как бы, понятное дело, в Бурятии это... А сколько в Бурятии людей живет? Меньше 1 миллиона, вот, где-то в пределах 900, и это... Ну да, очень много, конечно, 14 частей на такой небольшой регион. Конечно. Ну и получается, больше всего, конечно, живет это этнические русские. Бурят в Бурятии 30%, вот, 70% это... Ну, слушай, всех жалко, и русских жалко, и бурят жалко. Ну, да, конечно. Вот. Мне
Мне рассказывали, что это основной как бы источник дохода, это ну, вот контрактная служба. Ну, один из, конечно. Очень многие едут на заработки куда-нибудь. Ну да, а зачем ехать на заработки, если у тебя там, Да. там в соседнем населенном пункте есть военная часть? Мгм. Как бы на самом деле, я думаю, что для вот, если бы не было войны, для многих людей это была бы возможность как раз-таки не уезжать далеко. Там, я думаю, там рядом с Улан-Удэ есть там, да, Иркутская область, да, там, наверное, люди в Иркутск едут, может быть, едут там в Сибирь, да, может, даже кто-то в Москву убирается, да, может, кто-то, наоборот, в Владивосток. Ну, Чувашия, как бы, трудовая миграция – это, ну, как бы серьезная проблема. У нас очень многие люди уезжают работать в Москву. У нас до Москвы недалеко. То есть там буквально одна ночь в поезде, и ты уже в Москве идешь работать на монолит. Ну, или наоборот, какую-то более сложную работу выбираешь. Но как бы, с одной стороны, большая проблема, да, то, что люди уезжают. С другой стороны, у людей больше возможностей. То есть они едут в Москву и могут работать на более интересной работе. В Москве есть те сферы, которые в республике просто ну, не существуют, да, или там есть профессии, которые как бы, в Чебоксарах не скоро появятся, а учитывая санкции, вообще не факт, что появятся. Поэтому, да, люди уезжают, находят какие-то новые способы, да, жизни для себя. Вот, но лучше так, чем они бы там... Ну, то есть хорошо, что такая возможность есть. Ну да. Да, это так, после войны, после мобилизации, насколько сильный был отток? Ой, ну у нас вот нет, вот я смотрел, следил за то, что было в Бурятии, и там, значит, караваны машин, которые уезжают там в Монголию. У нас нет Монголии под боком, Да. вот, и активное население, опять же, оно живет в крупных городах, и это не Чебоксар, скорее всего, это там Москва, там, так далее, Петербург, Казань, вот, и я думаю, что если был сильный отток, то как раз там жители Чувашии оттуда, да, там уроженцев Чувашии оттуда, но как они уезжали, мы не знаем. Вот, из моих там каких-то друзей, знакомых, товарищей, люди уезжали в Казахстан, потому что там это ближайшая граница, но это не так просто, то есть это реально далеко. Вот это уезжал через Ларс. Ну, я вот по мере сил, там наша команда по мере сил консультировала людей, куда можно уехать, но это не был прям супер массовый отток. Вот. Ну и вообще потихонечку люди начинают возвращаться. Мне кажется, что в России становится безопасно, хотя, кто его знает, я думаю, что, учитывая потери, да, там, вот это вот все, возможно, будет какая-то вторая волна мобилизации, учитывая, что вот их штука, что нужно по контракту там типа, выполнять людей по контракту, не знаю, мне кажется, это не очень рабочая история, вот, поэтому посмотрим. Ну, опять же, да, очень сложно жить за границей, это дорого, накладно, нужно иметь какую-то там, нужно либо поступать учиться, либо какую-то там удаленную работу находить, это для многих людей недоступно. Поэтому, в общем, ничего удивительного, люди потихонечку возвращаются. Ну и тем более это было вполне себе неожиданно, понятное дело, Да. первое. И получается, да, мобилизация проходила не так жестоко. Нет, слушайте, ну, если мы говорим про то, как она проходила, это совсем другая история. Люди, которые попадали под мобилизацию, которые пострадали от мобилизации, они точно никуда бы не смогли бы уехать, потому что в основном это жители районов, да, районов Чувашии. Люди в районах Чувашии живут небогато. Им сложно, им сложно переехать оттуда из не самого благополучного места, хотя бы там в столицу республики. Вот, что уж говорить о переезде там в другую страну. Да, ну и плюс люди, которые, чем дальше люди живут от крупных городов, тем больше они доверяют, да, там, традиционным СМИ, да, больше там голосуют за Единую Россию и прочие неприятные вещи, вот, и основной удар, да, в основном людей набирали именно с районов, и была, например, деревня Асаново, где там почти всех мужчин забрали, и все это выглядело максимально страшно. И так получилось, что люди, которые говорят на чувашском и, чуваши и считают себя чувашами, они как раз живут в районах республики, и, да, очень много людей из Чувашии на Чувашии забрали по мобилизации. Вот. Когда только-только началась война, Олег Николаев он
он, глава республики, подыгрывал, да, и говорил, вот мы сейчас создадим национальный чувашский батальон связи, это будет батальон связи АТОЛ, вот, ну, по-чувашски Волга, вот, и, значит, они будут говорить на чувашском, и тогда украинцы не поймут, о чем говорят наши войска. Вот, ничего, что в Украине тоже много живет чувашей, и там есть там, чувашское землячество, и вообще как бы много чувашей, которые не поддерживают войну, и как бы раскрыть этот батальон будет очень легко. Видимо, он не подумал. Вот, а сейчас этого батальона просто нет. Никто не знает, где он, никто не знает, где он воюет. Вот. Знаем только то, что периодически нам пишут люди, которые подписали контракт с Атолом, и говорят, что, нас не отпускают домой, потому что они говорят, мобилизация, если контракт заключил, то только в цинке или с крупным, серьезным каким-то ранением, там, без ноги, без руки, тогда отпустим. А так воюй. В Чувашии насколько сильна пропаганда? Насколько это такой вопрос. Наверное, сильна. Кто-то верит в это. Нету нормальных социсследований каких-то хороших, на которых можно было положиться, но мы знаем то, что пару раз выходило, то есть просто выливались в СМИ сливы о том, что глава региона ругается на Единую Россию и говорит, почему такой низкий рейтинг у партии, почему у меня такой низкий рейтинг, почему у Путина такой низкий рейтинг, что это такое, мы вас всех повыгоняем, вы должны работать, это вот все. Вот. И как бы говорят, что в среднем по регионам у партии власти рейтинг небольшой. Вот. Но одно дело партия, другое дело, конечно, там война, поддержка там агрессивных действий. Не очень понятно, насколько реально как бы люди поддерживают, насколько их много, но точно такие есть. Одно дело поддерживать какую-то войну в телевизоре, а другое дело активно в нее включаться. Я думаю, что мало людей готовы активно включаться в военные действия, реально там идти добровольцами или там, в общем, активного включения, думаю, мало. Вот меня очень расстроило, когда вот мобилизация прошла, и люди начали включаться в поддержку мобилизованных, в том смысле то, что власть поймала очень тонкую штуку, что даже если ты не поддерживаешь войну, ты не хочешь, чтобы твой родственник умер, да, что его там убили, да, чтобы он там замерз, и даже те люди, которые не поддерживают войну, они начали там, давайте мы им там коврики какие-то соберем, чтобы они там не замерзли в поле, давайте мы жгуты им соберем, еще что-то в этом роде. И это очень сложная ситуация, потому что, с одной стороны, да, преступники, с другой стороны, как бы, они что-то не выбирали становиться преступниками. Вот как бы они просто не интересовались политикой, они как бы не были в курсе. Ты же, когда ты живешь там в нормальной стране, тебе приходит какой-то документ, придите в пункт А, там, сдайте что-нибудь, там, заплатите налоги, там, сходите в суд или еще чего-то. Люди же ходят, это не считается чем-то ненормальным. Мне кажется, что там не пойти по повестке, там, это ерунда вообще. А для многих людей это там первое преступление. Они так это видят. Они думают, я же мужчина, почему я должен убегать? И прочие, да, какие-то установки. В итоге люди оказываются на войне, и их родственники даже, то есть они хотят, чтобы они вернулись. Российская армия плохо укомплектована, украинская лучше. Украина получает новое оружие, Россия воюет старым. Украина как бы переживает за людей, да, там, за свою армию, а российская может организовать мясной штурм в Бахмуте и так далее, там, в Макеевке. Вот поэтому как бы вероятность, что там они вернутся, небольшая, но при этом они не считают, что это повод бросать их. Вот, и когда они, возможно, погибнут, возможно, эти люди будут винить в этом не Путина, а там украинцев, Зеленского, НАТО и еще кого-нибудь. И это, конечно, большая проблема. Как ее решить, я не знаю. В Бурятии такое, правда, наблюдается. Понятно. С человеческой стороны понятно, что матери легче чувствовать, что сын был героем, а не оккупантом. Да. Но это вообще очень сложно, да, был оккупантом. Слово такое. Конечно. Редко в целом используется в российском языке. Как бы в России не говорят оккупант. То есть это очень редкое слово. Оно же реально появилось тогда же, когда война началась, появилось слово оккупант. А как там
А для людей в России, которые вот это вот для нас, да, там привычное слово, потому что мы работаем с медиа, пишем тексты, читаем там украинские каналы и так далее. В России же вообще как бы они... Я недавно смотрел выпуск новостей российский, ну, типа, по ГТРК, и они называют оккупантов украинцев, ну, типа, говорят, вот мы там... Мы освобождаем территорию там Донецкой области, там не Донецкой области, а ДНР, ты думаешь, блин, офигеть, вот освободители, оказывается. То есть они реально используют те же самые термины, но наоборот. Мне было отдельно смешно, когда они называли Зеленского бункерным, типа он в бункере прячется. Думаю, что? Как это возможно? То есть они реально как бы берут прям вот какие-то наши слова, переворачивают их, и россияне такие, ну да. Бункерный, Зеленский. Ничего себе. Да. Так происходит. На ум приходит вот эта цитата из «Властелина колец». Орвелла? «Властелин колец», что зло не может создать что-то вот свое самобытное, оно может только извратить, исказить уже созданное. Те люди, которые сейчас в эмиграции, как им правильно действовать, чтобы бороться с Кремлем, и эффективно ли это? Насколько эффективны люди, которые уехали из России, могут бороться? Ну, это вот тут можно какие-то мотивирующие вещи там говорить. Я не знаю, я немножко сам фрустрируюсь. Типа вот мы пишем новости, там я придумываю ролики, пишем тексты какие-то. Мы видим, что их смотрят люди, видим, что люди комментируют. Иногда люди участвуют в акциях каких-то. Там, например, там у нас 9 мая у бабки, ну какие-то люди, опять же, какие-то, значит, студенты закрасили. Помнишь, была бабка, которая типа с красным флагом встречала украинских солдат, вот, потом ее сделали символом, значит, вот этой войны, ну, в смысле, символ, типа, российский, да, символ, вот, а потом, когда оказалось, что бабка-то за Украину и вообще не очень-то рада, что происходит, то они такие, ну, уберем бабку, вот. И вот 9 мая вот этой бабушке красный флаг закрасили в БСБ, вот, в Чебоксарах. И вот ты думаешь, ну вот, как бы люди там в России, ну, уверен, что там наши читатели вот такие посмотрели, ну, блин, ну, вот, то есть какие-то люди делают какие-то активности, да, там, или там кто-то выходит с пикетом, кто-то там придумывает какие-то... У нас был мужчина, который, ну, в смысле, просто какой-то вот... Мы потом узнали, кто это. Ну, в общем, мужчина решил... как бы, ну, решил протестовать, и он сделал маршрут на Страве, там Путин и плохое слово НХ. Вот. И он на Страве сделал такой маршрут. Ну, типа, вот это приложение для бегунов или для велосипедистов. Если заходить на Страву сейчас в Чебоксарах на карту, то там на Волге огромный такой Путин и вот это слово. И как бы, ну, сложно сказать, что вот наша работа, вот она такая же эффективная, как там работа там, людей в России, там, или там кто там в России там вешает листовки, или там менее эффективно, не знаю. Я думаю, что в данном случае, знаете, у самурая есть только путь, нужно что-то придумать, что делать, потому что если ничего не делать, то можно с ума сойти и сдаться. Думаю, это не наш вариант. Это правда. Семен, вот вы главный организатор «Сердитый Чувашии». Во-первых, очень интересен нейминг. Да, почему Чувашия сердитая? Ой, ну, короче, я его... Вообще, это название родилось очень давно. То есть оно родилось, когда только Telegram появлялся. Это был мой личный Telegram-канал, и я просто подумал, блин, прикольно. Как бы, я думал, что... Ну, как бы... Я жил в Чувашии, был активистом в Чувашии, и я думал, как можно придумать что-нибудь, чтобы это было понятно, что это про Чувашию канал. Вот, и как-то это родилось. Вот, но он был небольшой совсем, как бы, вот. А когда началась, точнее, до войны, мне пришлось эмигрировать из России, вот, и у меня вообще YouTube есть, там, типа 30 тысяч подписчиков, вот, и я понял, что YouTube делать очень сложно, вообще как бы много ресурсов требуется, и я собрал команду на Telegram, и мы как раз взяли мой старое название, потому что
звучит хорошо. Вот, и, в общем, пошло-поехало, людям название понравилось, и наш стиль понравился. Вот, через какое-то время там свои рубрики появились, свои какие-то фишки. Вот. А если говорить про там, почему чуваши сердиты, ну, как бы, ну, недовольны мы, что так все происходит, поэтому сердиты. Но я надеюсь, что в итоге эта сердитость придет к чему-то позитивному, и получится сделать Чувашию не только сердитой, но и богатой, там, где местом, где хочется жить, куда, не знаю, чуваши со всего мира поедут, не только чуваши, вообще все люди поедут туда, к нам, на Волгу. Да. Было бы здорово. Но нейминг реально очень классный. Спасибо большое. Да. А чем конкретно занимается ваша организация? Много ли человек в вашей команде? Ну, смотри, у нас есть «Сердитая Чувашия» сама, есть канал, где мы, ну, там буквально несколько постов в неделю выходит. Это аналитика по поводу, как стоит ли бояться повесток, стоит ли бояться призыва, что сейчас происходит, как бы, ну, и мы туда постим как палатка вооруженных сил, ну, типа палатка, которая собирает людей по контракту Минобороны, как она путешествует по Чувашии. Вот последний раз ее поставили на кинотеатр под открытым небом. Вот они позвали туда и поставили палатку. Боюсь, что в кино никто не пошел из-за этого. Вот, этот канал называется «Где повестки?» Там, ну, типа, если на «Сердитую Чувашию» там 15 тысяч подписчиков, то там 1500. Вот, есть мой YouTube-канал, где... Ну, сейчас в последнее время много не расследований, а каких-то, да, исторических роликов, где я рассказываю, как мы стали кем мы стали, да, вот как чуваши из практически, да, там, очень субъектного региона, который чуть ли претендует на независимость, стал регионом, который полностью зависит от Москвы, ну, как бы даже не от Москвы, да, от федерального центра, от старенького мужичка, который давно на пенсионном возрасте. Вот. Да, и мы придумываем, кроме медийных продуктов, мы делали недавно конференцию, где назвали ее «Чувашия после войны», и мы как раз обсуждали с людьми, которые там, с музыкантами, с политиками, с политологами, о том, какое будет Чувашия, да, какая будет Чувашия после войны, и что нам нужно сделать, чтобы не совершить ошибок, которые мы сделали, да, то есть не мы сделали скорее, а поколение, которое было до нас в активизме, в политике и так далее. Вот, и, конечно, мы помогаем людям, которые не хотят пойти в армию, которым нужна помощь, мы им даем советов, у нас есть уже типа горячие линии, и мы помогаем всем, кто пострадал от репрессий, да, то есть те, кто за слово, да, там, за слово «нет войне», за слово, там, за одиночный пикет, в общем, за какой-то активизм, мы готовы им помогать, мы в основном, мы их сами ищем, то есть мы мониторим сайты судов, если появляется, что там кого-то, значит, осудят по антивоенной статье или по экстремистской статье, мы пытаемся найти, постараемся выяснить, и если, ну, то есть почти всегда мы человека находим, мы, в общем, оказываем ему какую-то помощь. Звучит здорово. Спасибо. Да, это очень много. Вы делаете очень много, на самом деле. Вот в команде у нас есть команда, которая людей, наши волонтеры, вот, их много, но как бы я ничего не хочу про них говорить, потому что они все хотят быть анонимными. Вот, если говорить про офлайн команду, есть, ну, точнее, не офлайн команду, а команду, которая публичная, это я и мой еще один автор «Сердитой Чувашии» Вадим Никифоров. Вот, мы с ним, в общем, придумываем, пишем, вот, но потихонечку к нам приходит все больше и больше людей. Давайте представим, что мы ничего не знаем о Чувашии. Расскажите, пожалуйста, о вашем народе, о вашей культуре, о вашей республике. И сколько чувашей в мире? Ой, вот это вот интересный вопрос. Вот если вот там у бурят есть такая вот вещь, как вот буряты в мире, то у нас как будто нет такой сверхзадачи посчитать всех. Вот, и, к сожалению, люди, которые уезжают из Чувашии, они, ну, не все, конечно, но какая-то часть отказывается от своих корней и, в общем, быстро становятся частью того общества, в котором они живут. Поэтому, ну, к
сожалению, да, у нас там мало очень, то есть практически вообще нету каких-то организаций, которые занимались бы чувашами за рубежом. Мы только сейчас придумываем, да, вот что-то такое сделать, как бы размышляем, как это можно организовать. А у бурят, я так понимаю, эта вещь вообще достаточно сильная, и буряты за рубежом, ну, то есть их как будто даже больше, чем людей, ну, бурят в Бурятии. Вот, ну, как будто такое впечатление складывается, и, ну, очень много бурятских организаций. Возможно, на данный момент так и есть. Да. Ну вот, в Чувашии такого нету, да, но у нас много живет в самой республике. То есть большинство жителей республики Чуваши – это чуваши. Вот вообще чуваши совсем недавно, то есть я не могу взяться за вот последнюю перепись, которая была, потому что она была отвратительная, ну как бы прошлые были отвратительные, но последняя была просто как бы даже смешно на нее смотреть, но вообще как бы чуваши входили в пятерку там самых, ну типа этносы, которые живут в России, а вот, там, понятно, есть там украинцы, там, татары, но, в общем, потом идут почти всегда чуваши, вот, и мы живем не только в самой Чувашии, а вот и вокруг. Огромное количество там чуваши живет в Самарской области, там, в Оренбургской области, да, вот, нас очень много, но, к сожалению, пока мы сильно как-то разобщены, вот, а в самой Чувашии нас большинство. Вот. Чувашский язык, он является государственным, но при этом чувашский язык теперь не является обязательным в изучении в школе. И у меня есть моя личная история, да, еще до этого закона его, на самом деле, можно было не учить. И я как раз тот ребенок, который не учил в школе чувашский язык. Да, к сожалению, это моя какая-то личная травма. Мои родители переехали из Чувашии в Самарскую область. И через какое-то время, когда я там уже там ходил в школу, они вернулись обратно. Я учился, по-моему, я в 6 класс пошел вот в Чебоксарах. И тогда, то есть вот сам, да, менталитет людей, да, вот моя мама, она прям чувашка, она патриотка. И она говорит, ну, на тот момент, она говорит, нам не стоит учить чувашский язык. Семен, мы напишем заявление, и ты не будешь учить язык. Только через какое-то время я понял, насколько, ну, какую ошибку сделали мои родители. Я ведь как бы мог знать язык так, своих предков, да, а при этом родители моей мамы, они специально не говорили дома на чувашском языке, чтобы она и там ее, получается, ну, моя тетка, моя, да, ее сестра, не думали на чувашском языке. Потому что чувашский язык и знание чувашского – это не то, что помогает, да, ну, так вот считалось раньше, не то, что помогает, а то, что, наоборот, ломает карьеру, да, вот ты вот приедешь в Москву, думаешь на чувашском, все подумают, что ты там какой-то глупый, вот, и реально такая вот, да, вот если там у женщин есть там мизогиния, да, вот женщины, которые ненавидят других женщин, то у нас тоже есть такое, что люди как бы стесняются себя, не хотят показывать, да, что какой они национальности. И у нас в нашей республике такая проблема, правда, существует, но я надеюсь, что общими усилиями люди будут уходить от вот этого нарратива о том, что там чувашцы не нужны, что там наша культура какая-то плохая. И я тоже как активист ставлю себе такую задачу. Я пытаюсь объяснить людям, которые стесняются себя, о том, что себя не нужно стесняться, потому что чувашская культура, она очень богата. У нас есть красивые песни, есть красивая вышивка, у нас очень много классных художников. И точно не нужно стесняться своей национальности, а наоборот, нужно гордиться. Я слышал такие выражения, вот оделась как чувашка, сделано по-чувашски. Это довольно оскорбительно. Знаете ли, откуда это берется? И, часто ли вы слышали подобное? Мне никто такого никогда не говорил, но я такое видел в интернете. Ну, знаете, какие-то вот такие... Ну, то есть вообще в целом, как бы я сниму очки, чуваш сразу поймет, что я чуваш. А вот человек из Москвы, я на него буду там такой же там, такой же не сильно отличающийся от людей, которые там живут, да, там, как и в других регионах. То есть вот, чуваши как бы налицо, да, там не сильно отличаются, ну, то есть там, каждый там по-разному, но в целом не сильно отличается от там, среднего россиянина. Вот, но при этом есть вот этот вот расизм, который он к национальности. Я думаю, что это какая-то
Ну, такая постимперская штука, да, еще, я думаю, и в Российской империи была вот это отношение к инородцам такое, да, сверху вниз, что вы там какие-то такие не совсем люди. Как бы в Советском Союзе, как бы если там все начиналось с того, что вот у нас будет федерация, и у нас там будут национальные республики и что-то такое, закончилось все Сталиным, который, наоборот, да, проводил политику. Раньше в Чувашии вообще все преподавание было на чувашском языке. И при Сталине как раз-таки эту штуку закрыли, и они это сказали, что, знаете, мы это делаем не потому, что мы не хотим, чтобы люди курили на своем языке. Мы это делаем, потому что нас родители попросили. Вот. Как бы вот, мы опираемся на людей. Ну вот. И в сталинское время было как бы очень серьезные, да, репрессии против тех людей, кто как бы хочет быть чувашем, не хочет, даже не то, что он там против коммунизма, нет, как бы он просто как бы хочет, чтобы его язык жил, хочет, чтобы и культура развивалась. Ну, в общем, это не приветствовалось, и я думаю, что тогда была страшная пропаганда, и тогда очень много людей именно пострадали. Знаете, они же так говорили, типа, если ты там хочешь говорить на чувашском, хочешь продвигать национальную культуру, значит, ты националист. А если ты националист, значит, ты за буржуазные ценности. И, в общем, все в ГУЛАГ. И у нас очень много людей, которые, вот как бы чувашская интеллигенция, которая как бы отбыла в лагерях. Вот. И я думаю, тогда вот эти все тейки имперские использовались, и вот до сих пор, да, вот их отголосок, да, потому что, ну, на официальном уровне в России нет никакого античувашского что-нибудь. Но вот это такая вот постимперский синдром. Ну, опять же, я думаю, это все пройдет. Но главное, на самом деле, я вообще за то, что кто-то как-то кого-то называет, вообще плевать. Главное, чтобы люди, которые живут в республике, они начинали в себя верить, чтобы они не стесняли себя. Это гораздо... Если ты веришь в себя, веришь в свою культуру, и тебе кто-то что-то говорит плохое про тебя, про твоих предков, то тебе без разницы. Ты просто жмешь плечами и думаешь, какой глупый человек. Для меня, в том числе для многих российских азиат, было таким неприятным шоком узнать, что, оказывается, и другие малочисленные народы в России испытывают ну, вот некое подобие расизма, шовинизма, потому что, понятное дело, возможно, не видно, я тоже сниму очки, я немного не похож на Владимира. Но, да, и как бы понятно, почему я мог испытывать расизм, шовинизм, находясь в Москве, но и даже не мог подумать, что малые народы, которые с европейской типа внешности, тоже могут его испытывать. Какие есть проблемы в регионе? Ну, слушайте, отсутствие институтов – главная проблема, да, то есть я сейчас готовлю материал по поводу изменения Конституции Республики, вот. Там было что-то типа 10 поправок, 10 пакетов поправок, и если изначально там была суперпрезидентская республика, но там со своими ограничениями, то к концу, ну, то есть не к концу, а в 23-м году эта Конституция говорит о том, что президент назначает буквально все в республике. И, типа, президент России. Вот, и буквально все. И вообще этот документ создан для того, чтобы институты не работали. И эти проблемы, которые, да, с которыми сталкивается отсутствие институтов, это все было сделано в 90-е, в нулевые, да, то есть, типа, все эти проблемы, что институты слабые, да, там, слабый региональный парламент, отсутствие выборов, подачки там, ну, то есть, как бы, опора не на людей, а там на бизнес-интересы, да, вот это вот все. Если бы тогда бы, там, в 90-е, в нулевые люди, которые управляли республикой, были... Ну, не знаю, хотели бы не бабок заработать, не во власти сидеть, а вот построить свободную республику, то сейчас мы были, наверное, в другой немножко ситуации. Я думаю, и в других регионах было примерно так же. Вот, ну, как бы, да, проблема то, что, не знаю, тебя может побить полицейский, ты пойдешь в суд, и суд тебе скажет, ну, и правильно сделал, что тебя побил. Ты вообще себя видел? Как бы, конечно, все
как бы ты какие вещи говоришь? Да, в этом проблема. Проблема в том, что люди как бы хотят заниматься бизнесом, хотят что-то начать, но как бы там рейдерский захват может произойти, еще чего-то. Ну, опять же, да, как бы все в сравнении, если там сравнивать там уровень ну, то есть уровни работы институтов у нас там или там в соседних регионах, то у нас еще ничего, у нас еще что-то работает, знаете, вот, есть какие-то вот, ну, если, опять же, если сравнивать с чем-то там, не знаю, если сравнивать выборы у нас в Татарстане и там, или там в Мордовии, то, конечно, у нас прям кладезь демократии. Если сравнивать там наши там суды какой-нибудь Чечни, то, конечно, у нас прям все прекрасно происходит. Вот. Но, конечно, это не нужно смотреть на там, где плохо, нужно смотреть там, где все хорошо, и по сравнению с нормальными государственными у нас не работает ничего вообще, абсолютно ничего. Вот. И из-за этого, как я уже говорил в начале нашего стрима, люди переезжают как бы из Чувашии в Москву, а кто там самые умные. Ну, то есть как бы те, кто живут в районах республики, они приезжают в Чебоксары, те, кто живут в Чебоксарах, уезжают в Москву, а те люди, которые там пожили какое-то время в Москве, они уже там готовят лыжи, чтобы поехать еще дальше. Вот, к сожалению, да, происходит такая ситуация. Вот, и вот это отсутствие, да, перспектив, понимание того, что ничего в России, да, там, ну, то есть пока Путин у власти глобально не поменяется, а когда Путин поменяется, не очень понятно, военное поражение не близко, да и, собственно, как бы и непонятно после военного поражения, сменится власть или нет. И, в общем, да, люди хотят уже завтра жить хорошо, они работают в долгую, да и, опять же, как бы непонятно, когда эти инвестиции, да, там в активизм окупятся, вот, поэтому выбирают уезжать. И, ну, мне лично как бы грустно, потому что, ну, как бы я сам уехал, но если не брать этот момент, ну, ты как бы вот живешь в своем городе, и ты чувствуешь, как там твоих друзей становится меньше, потому что твои друзья уезжают в другие города, потому что в Чувашии сложно, ну, как бы, сложно зарабатывать деньги, сложно найти интересную работу, сложно найти, а ты нашел интересную работу, сложно найти высокооплачиваемую. В общем, да. Ну, я думаю, опять же, это проблемы практически любого провинциального города. Но единственное, что в Чувашии очень красиво. У нас красиво. У нас есть Волга, у нас есть классные леса, и вообще очень круто жить. И я думаю, что всех тех, кто уехали из Чебоксара, из Чувашии, очень скучают, хотят вернуться. Какое идеальное будущее для Чувашии вы видите? Идеальное будущее? Ну, блин, вот это, конечно, классный вопрос. Я не знаю. Ну, то есть я бы хотел, чтобы люди, которые живут в Чувашии, жили богато и счастливо, да, то есть как бы, чтобы в Чувашии хотелось бы жить, и чтобы там было не опасно жить, и чтобы это был... Ну, я рассказывал, да, картину мира, что люди живут что-то похоже на нормальное, да, там, ну, какую-нибудь Литву с Латвией хотя бы. Вот, но в то же время, да, тут же такой вопрос возникает, ну, вообще в целом, когда мы говорим про будущее, какое должно быть будущее? Оно должно быть с Россией, или оно должно быть там без России, или должно быть там какое-то супер государство вместе с Татарстаном? У меня вот нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, что это какой-то должен быть осознанный выбор людей, которые там живут. И чтобы, если люди живут в составе России, то у них была возможность уйти, если они хотят. И если есть такие гарантии, то есть институты, то эта страна, ну, то есть это наша республика может дальше, ну, то есть сможет существовать богато и счастливо. Если такого не будет, если это будет такая же история, да, там, как там Ельцинская Россия, да, там с войной и так далее, в случае чего бы не было, то боюсь, что это не, ну, как бы это просто приведет к очередному, знаете, витку, история повторится, у нас там будет Путин второй, что-то в этом роде. Хороший ответ, и на самом деле, ну, наш фонд разделяет подобные идеи. Вот мы тоже верим, что народ сам должен определить свою судьбу,